В день 30-й годовщины одной из самых страшных трагедий Отечественной войны народа Абхазии дождь не прекращался ни на минуту. Процессия пришедших почтить память жертв Ладской трагедии выходила далеко за пределы мемориального комплекса. Высшее руководство страны во главе с президентом Асланом Бжаня, матери погибших, ветераны, военные, сотни граждан Абхазии пришли к памятнику жертвам Ладской трагедии в этот день. Латапи трагедия. Хазиге брахизлагет. Атгидр хамштит. Иқалас ахламзах зиги рхыргуаны инаганы абра хапсны хахинза надзаадзо арайонква зиги рқынпи яхя агуаларфират митинг рхы аладырхуй. Арьяхтыс ахаанге апсуак дыҟанаҵы ихашҭып ҳәа сгәы иаанагом. Рызқәаҭыԥ ҭынчзааит ҳасабицәа хәыҷқәа. Ахаан аибашьра анцәа иҟоумҵан, ҳаԥсадгьыл зшьапы ықәгылоу иахьатәи ҳҵеира аҭынчымҩа ианызааит, еснагь иҭахаз ргәалашәара. По окончании церемонии возложения цветов к памятнику погибшим в Ладской трагедии состоялся траурный митинг. Трудно подобрать слова, описывая 14 декабря. Мы сочувствуем всем родным, отметил вице-президент Падра Гумба. Абсныжлар иаҿагыланы агеноцид уимҩаԥызгозгьы аҭакхрақәра рыӡӡароуп. Аибашьра иаҳзаанагаз агәаҟрақәа ҳҳәынҭқарра иқәылхо ауаажәлар зегьы еиднакылеит аӷа иҿагылара ақәԥараҟны. Аԥсуа жәлар риашареи аиааиразы ирымаз агәыӷреи Аԥсны ахьчаҩцәа рхықәкы анагӡараҟны ирыцхрааит. Директор Гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба напомнила, что остатки вертолета до сих пор находятся на месте трагедии. Она обратилась к руководству страны с просьбой помочь привезти то, что осталось от Ми-8, и установить на территории музея как памятник погибшим. Гугуца Джикирба завершила свое выступление цитатой Владислава Ардзенба. Ядым харги, изхырбаз хадгил, зыԥсы хәыҷқәа алаԥсыз ахьҭахаз шәаҭаларц. Аҳәара дуӡӡа ҟасҵар сҭахуп Аԥсны Ҳәынҭқарра Хада ишҟа. Иҟалозар, убраҟа икажьу ми аабам авертолиот абна илажьу алганы агара шәҳацхраарц. Ҳара ҳмузеи ашьҭахь иҿы иаарту амузеи ҳәа еидаҳкылоит. Уаҟа игылоуп агәашә ешыра иааҳгаз марттәи ажәылараан ҳаҷкәынцәа адыргыланы ихыршьыз. Ҳшәыҳәоит, иҟалозар, ԥсаҭа дуӡӡахоит абри еиԥш ҳара абарҭ рыԥсы хәыҷқәа хҭахаз ааганы баҟаҵас иаҳзааныжьыр, уи адунеи иақәлахоит. Лаҭатәи аҭахарашьҭахь даара кыраамҭа акьыԥхьахь имҽырҵоз, ателехәаԥшрала имҽыжәоз нас Владислав Григорий-иԥа Ардзынба иажәақәа рыла ихсыркәшар сҭахуп. Лаҭатәи ахҭыс ҳашьит, ҳаблит, ҳагьырӷәӷәеит, ҳаиднакылеит. Урҭ рымцахә ахааныз еимыцәароуп ҳәа ҭабуп исзыӡырҩыз. Это было по своей сути бесчеловечное преступление – сбить российский вертолет, перевозивший людей из сел блокадного Ткварчала, подчеркнул заместитель главы администрации Ткварчалского района Гарик Харчалава. От прицельного огня ракеты «Земля-воздух» погибло 87 человек. К тому времени, когда Отечественная война народа Абхазии была в самом разгаре, мало кого можно было удивить смертью, но смерть 87 человек, среди которых 36 детей, половине из которых не исполнилось и 7 лет, заставила содрогнуться всю и без того истекающую кровью Абхазию. Все прогрессивное человечество.
Даты рождения погибших невозможно читать без внутреннего содрогания. Горло душат судорожные спазмы. Страшно представить 36 детей, среди них новорожденные и малыши, едва научившиеся топать самостоятельно. Большинство школьники, 15 из которых единственные сыновья в семье, то есть продолжатели фамильного рода. 8 сгоревших женщин несли в себе зачатки новой жизни. Память, к сожалению, не может оживить погибших. Набат ее для живых, чтобы помнили все. Прошло 30 лет, а боль не утихает. Когда звучат имена 87 погибших, трудно сдерживать слезы. Эта трагедия коснулась каждого жителя Абхазии. Забыть это немыслимо, простить невозможно. Надежда Боровикова, Астанда Оторба, Сосрыква Куха, Абаза ТВ.